В эфире «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Ежегодно в республике происходит значительное количество техногенных пожаров. К сожалению, часто возгорания в местах массового пребывания граждан оканчиваются трагедией. Какие существуют требования пожарной безопасности для объектов массового пребывания граждан? Какие нарушения наиболее часто встречаются при проверках? Можно ли самим посетителям крупных торговых центров, кинотеатров, учебных заведений самостоятельно оценить пожарную безопасность здания? С нами на связи прокурор города Мирного Виталий Аникеев, который ответит нам на эти вопросы. Виталий Александрович, здравствуйте. Здравствуйте, Валерия. Но в начале нашей беседы хотелось бы спросить, как в целом законодательно урегулированы требования пожарной безопасности? О требованиях пожарной безопасности существует большое количество нормативных актов на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Основные из них – это Федеральный закон о пожарной безопасности, а также не так давно, в 2020 году, постановлением правительства России утверждены правила противопожарного режима. Пожарную безопасность регулируют ГОСТы, правила и нормы. Также Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации дает официальные разъяснения в своих письмах. Со стороны государства, на мой взгляд, сделано все, чтобы каждый проектировщик, застройщик, инженер и специалист по технике безопасности знал, как именно он должен работать, что проверить и чем защищать объект и людей от возможного пожара. А что понимается под объектами массового пребывания граждан? Под объектом массового пребывания людей следует понимать здания, сооружения, кроме жилых помещений, в которых одновременно могут находиться 50 и более человек. К примеру, к таким относятся спортивные комплексы, торгово-развлекательные центры, рестораны, школы, детские сады, больницы, библиотеки, галереи, музеи и другие объекты. Расскажите, пожалуйста, о том, какие существуют требования пожарной безопасности к таким объектам. Да, на объекте с массовым пребыванием людей руководителю организации следует обеспечить проведение не реже одного раза в полугодие практических тренировок по эвакуации лиц, осуществляющих свою деятельность на объекте, а также посетителей, покупателей и других лиц, находящихся в этом здании. Это является обязательным условием. Во время такой тренировки может выявиться сбой в работе системы коллектива. Соответственно, будет повод для исправления ошибок, пока не случилась беда. У каждого объекта должна быть декларация пожарной безопасности, соответствующие инструкции, журналы и внутренние регламенты. Все эти документы проверяются контролирующими и надзорными органами в ходе плановых и внеплановых проверок, испытаний. Проверки должны проводиться до того, как откроется первый объект и первый посетитель войдет внутрь. Только после проверки можно предотвратить наступление пожара, а в случае возникновения обойтись без значительных имущественных потерь, а также гибели людей. На мой взгляд, только такой контроль должен быть на всех этапах. Также на таких объектах в обязательном порядке должен быть разработан план эвакуации. Если люди находятся в помещении в ночное время, необходимо организовать круглосуточное дежурство. К таким местам относятся школы, интернаты, детские дома, ну и, думаю, больницы тоже. При проведении масштабных мероприятий руководитель должен выполнить ряд мер по обеспечению безопасности. Сюда входят следующие меры. Это организация дежурства лиц, которые будут следить за порядком, проверка помещений до начала мероприятий и другие. При этом, если в помещении отсутствует электричество, то какие-то праздничные мероприятия могут проводиться только днем, до наступления темноты. На таких объектах, кроме того, запрещается проводить перед началом или во время представления огневые, покрасочные и какие-либо другие пожароопасные работы. Уменьшать ширину проходов между рядами и устанавливать в проходах дополнительные кресла, стулья. Также запрещается превышать нормативное количество одновременно находящихся людей в залах. Количество этих людей определенное расчетом, исходя из условий обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре. При отсутствии нормативных требований о максимально допустимом количестве людей в помещении следует исходить из расчета не менее 1 квадратного метра на одного человека. А может ли простой гражданин, посещая объекты, например, массового пребывания, оценить его пожарную безопасность? То есть сделать для себя вывод о безопасности пребывания в нем и на что ему следует обратить особое внимание?
Понял ваш вопрос. Конечно, простой гражданин с первого взгляда не сможет дать оценку соответствия объекта требованиям пожарной безопасности. Для этого существуют контролирующие органы, которые, во-первых, проводят комплексную проверку, начиная с наличия ответственных и обученных лиц, которые отвечают за пожарную безопасность на объекте. Также наличие в необходимом количестве средств пожаротушения и заканчивая проверкой фактической работоспособности системы оповещения. Но все же при посещении объекта массового пребывания обязательно следует обратить внимание на наличие огнетушителей, плана эвакуации, который должен быть расположен на каждом этаже здания, указатели направления движения, которые должны находиться в видимых местах. Должен быть свободный проход на путях эвакуационных выходов, то есть они не должны быть захламлены, находиться какие-то коробки, ведра, швабры и другое. А также должна быть система оповещения о пожаре. А если человек все-таки обнаружит нарушение, куда ему обращаться в таком случае? Если гражданин обнаружил нарушение, в первую очередь, конечно, следует обратиться именно в орган пожарного надзора. К примеру, на территории Мирнинского района таким органом является отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Мирнинскому району, который относится к Главному управлению МЧС России по республике. Такие же отделы имеются и в других районах республики. Какие нарушения правил пожарной безопасности встречаются чаще всего? Ну, здесь необходимо отметить, что основными нарушениями, связанными с обеспечением безопасности людей, является ненадлежащее содержание путей эвакуации. Также нарушением является неисправное состояние и ненадлежащее техническое обслуживание автоматических систем пожаротушения, ограничение в период хозяйственной деятельности работоспособности этих систем, недостаточное количество огнетушителей. Имеются определенные нормативы, сколько должно быть огнетушителей в зависимости от площади предприятия и количества сотрудников. Также создание условий, препятствующих проезду и подъезду пожарной техники, которая не сможет приехать на место пожара, если будет запрещен доступ, то есть заблокирован доступ. Отсутствие противопожарных дверей в дверных проемах. Также это неисправность механизмов самозакрывания, ненадлежащее содержание обслуживания пожарных лестниц и ограждений кровли. А в чем причины таких нарушений, по вашему мнению? Как правило, причинами нарушения обязательных требований пожарной безопасности является следующее. Это незнание обязательных требований пожарной безопасности руководителями и рядовыми сотрудниками, экономия денежных средств с целью их расходования на какие-либо другие цели, отсутствие достаточного финансирования от, к примеру, вышестоящего предприятия, правовой нигилизм, что подразумевает незнание норм права, а также, что самое, на мой взгляд, важно, это низкая личная ответственность конкретных руководителей. Какие нарушения требований пожарной безопасности выявлялись в ходе прокурорских проверок? Прокуратурой города Мирного на протяжении прошлых лет проверками соблюдения требований пожарной безопасности были охвачены крупные и малые торговые объекты, аптеки, многоквартирные дома. По всем результатам проверок внесены представления об устранении допущенных нарушений законодательства. Виновные лица выявленных нарушений привлечены к административной ответственности по статье 24 Кодекса об административных правонарушениях, то есть нарушение требований пожарной безопасности. По одному факту было возбуждено уголовное дело. К примеру, в марте прошлого года прокуратура города Мирного совместно с сотрудниками Пожнадзора проведена проверка соблюдения требований пожарной безопасности в детском игровом центре «Малышарики». Поводом для проведения этой проверки послужило выявление факта функционирования на территории города Мирного, на мой взгляд, детского развлекательного учреждения, которое не отвечало требованиям пожарной безопасности. И были выявлены многочисленные нарушения, а именно следующее. Отсутствие инструкции о мерах пожарной безопасности, знаков пожарной безопасности, обозначающих пути эвакуации, эвакуационные места, места размещения аварийно-спасательных устройств. Также отсутствовали знаки о запрете курения и пользования открытым огнем. К работе, представляющей развлекательные услуги для детей, допускались работники без прохождения соответствующего обучения мерам пожарной безопасности. Также было выявлено превышение нормативного одновременного нахождения людей в помещении,
это более 10 человек при наличии одного эвакуационного выхода. Хотелось бы отметить, что эвакуационный выход, проверка проводилась в зимнее время, был завален снегом, и в случае возникновения какого-либо пожара, либо задымления, фактически у детей и других лиц, которые посещали данное заведение, отсутствовала возможность покинуть его в кратчайшие сроки, что могло привести к причинению вреда здоровью. Также были выявлены нарушения отсутствия сертификата соответствия строительного материала на отделочные материалы, отсутствие документов, подтверждающих пределы огнестойкости, класс пожарного здания, хранение в электрощитовых посторонних предметов и другие нарушения. В связи с допущенными нарушениями прокуратура города в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса материалы проверки направлены в Мерлинский межрайонный следственный отдел Следственного комитета для решения вопроса об уголовном преследовании, то есть для проведения проверки и принятия решения о возбуждении либо об отказе возбуждения. После проведения соответствующей проверки местный Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 1 статьи 238 Уголовного кодекса, то есть оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В результате рассмотрения данного уголовного дела, которое было направлено Следственным комитетом в суд, был вынесен приговор, виновные лица были привлечены к уголовной ответственности. Здесь хотелось бы отметить самый важный результат, что в результате прокурорской проверки деятельность данного детского игрового центра «Малышарики» прекратили, и, соответственно, возможность причинения вреда здоровью гражданам была исключена в полном объеме. А возможно ли их как-то предотвратить, предупредить возникновение пожара? В целях предупреждения пожаров и предотвращения гибели людей, а также для снижения количества нарушений требований по безопасности, организациям и гражданам необходимо, на мой взгляд, обязательно соблюдать правила пожарной безопасности, выполнять все предписания, постановления, иные законные требования должностных лиц органов пожарной охраны. Руководителям организации необходимо разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности, проводить противопожарную пропаганду, регулярно проводить учебные эвакуации, а также своевременно обучать работников организации мерам пожарной безопасности. Кроме того, необходимо содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению. Предотвратить пожар намного легче и дешевле, чем тушить его и возмещать причиненный ущерб. Виталий Александрович, спасибо вам большое за подключение и за то, что ответили на все наши вопросы. Но я напомню, что это было актуальное интервью. Всего доброго и до новых встреч в эфире.